Прагні прыгодаў. Еўрарадыё. Прывітанне, сябры. У жывым эфіры Еўрарадыё для вас працуе Марыя Вайтович, а таксама нашы госці. Госці гэта Тацяна Каневская і таксама Ліана Шуба. Гэта актывісткі матчынага руху, рух 328. Гэта жанчыны, чые дзеці сядзяць па артыкуле 328 Крымінальнага кодексу Рэспублікі Беларусь. Ужо 6-й дзень у Беларусі праходзіць галадоўка. Маці галадаюць у 2 кропках, у Калінкавічах, а таксама ў вёсцы пад Мінскам. Зараз мы паразмаўляем з удзельніцай і з чалавекам, які прыдумаў гэтую галадоўку. Навошта, чаму мэта гэтай галадоўкі? Тацяна, калі ласка, распавядзіце. Ну, мне бы никогда не хотелось бы, честно говоря, прибегать к таким мерам, но так случилось, что все наши попытки попасть на прием, чтобы нас все-таки услышали, наше правительство, чтобы все услышали, что происходит в стране, потому что наши дети оказались заложниками всей этой системы наркотической. Мы реально понимаем, что если бы не было верхушки, то все наши дети не сидели бы в тюрьме, потому что на данный момент мы понимаем, что сидят только низы, будем так говорить, для кого-то это будет сейчас страшно звучать, но сидят те, кто занимается закладками, те, кто употребляет наркотические вещества, или просто сидят, потому что очень много сидят людей просто незаконно. И акт протеста нашего, голодовка, это крайняя мера, которая переполнила чашу терпения. Мы очень часто обращались и к депутатам, и ко всем министерствам. Мы пытались просто поговорить, чтобы был какой-то конструктивный диалог, но постоянно упирались на стенку непонимания. Тацяна, дякую. А тады адкажыце на пытанне, так? Чаго добіваецеся зараз вы, менавіта гэтай галадоўкай? Ну, нам бы очень хотелось, чтобы пошли пересмотры дел, потому что очень много сидят незаконно ребят. А также нам бы хотелось, чтобы произошли изменения в законодательстве, потому что они требуют этого, потому что законодательство это, особенно по статье 328, они несовершенны. Ліана, распавядзіце нам, калі ласка, мы ведаем, вы прыехалі ў Менск сёння з Калінкавічаў. Чаму вы прыехалі, хто вас запрасіў? Распавядзіце, гэта, я так разумею, галадоўка да чагосьці прывяла. Но еще рано говорить о том, что она к чему-то привела. Мы приехали сюда, потому что в первый же день начала голодовки вечером к нам пришло руководство города Калинковичи и озвучили предложение. Я, правда, не совсем поняла, это инициатива руководства Калинковичи, либо это все-таки услышали сообщение о голодовке в администрации президента. Нам озвучили предложение приехать на прием в администрацию к главе администрации Качановой. Мы, пройдя за 2,5 года все круги ада, исчерпав все административные ресурсы для того, чтобы добиться справедливого законодательства и справедливого судейства в нашей стране, мы уже, к счастью или к несчастью, пожалуй, потому что не хотела бы я этого знать никогда, но мы понимаем, что администрация президента не обладает правом законодательной инициативы. Поэтому мы сказали, что мы встретимся с Качановой только в том случае, если будут приглашены представители, руководители всех силовых ведомств, всех заинтересованных структур, с кем можно было бы поговорить о необходимости изменения законодательства, с кем должен согласовываться законопроект по изменению законодательства. Также хотелось бы встретиться с главой Совбеза, но я понимаю, что Лукашенко вряд ли нас примет. Поэтому мы попросили, чтобы присутствовал его сын Виктор Александрович на этом мероприятии,
Потому что то, что происходит сейчас в сфере борьбы с наркотиками, это настоящее стихийное бедствие, это национальная проблема, это угроза национальной безопасности страны. І, поверьте, нам є що їм розказати. А скажіть, коли ласка, ось конкретно, ось зараз ви прийдете, наприклад, так? Да. Ось і, наприклад, нібито там буде Віктор Лукашенко. Що ви скажете чиновникам і менавіта Віктору Лукашенко? Ось уявимо собі, що ми зараз у адміністрації. Наркоторговля – это бизнес. Это бизнес. Как любой бизнес, он строится по принципу пирамиды. Самые важные наркоторговцы – это вершина айсберга, они остаются неуязвимы. А две нижние параллели, две нижние ступени, как раз вот эти вот потребители и закладчики, из которых наше законодательство делает дилеров. А это не есть истинные дилеры, это пушечное мясо. Вот эти вот ребята уязвимы, их сажают в тюрьму, но на их место незамедлительно приходят 2, 3, 4, 5 и 10 новых. Вот. И наше государство не стремится к тому, чтобы обезглавить эту пирамиду. Понимаете, я понимаю, это глобальная проблема, но в маленькой стране каким-то образом это можно решить. Угу. А уявіце сабе, што на гэтую вашу заяву, так, ось Віктор Лукашенко скажа, ну як же, ну звычайнае ж слово, так, дзяржава ўсё робіць для таго, каб у Беларусі не было наркотикаў і выпадкаў, звязаных з імі, так, ось, што адкажаце вы далей? Вот. Мне было бы интересно, я прошу прощения, мне было бы интересно задать ему такой же вопрос. Если он задаст вопрос, держава все робить, я хотела бы спросить его, что? Что конкретно? Что да. конкретно? Угу. Потому что на самом деле ничего не делается, ничего. Нам удалось, лично нам, нашей организации, одним из наших, значит, родителей, так будем говорить, это отец одного из заключенных, ему удалось поднять большой пласт кошельков электронных. И сегодня, после звонка Елисеевича, вот, расскажи, пожалуйста, он тебе звонил сегодня. Да. У нас есть один отец, который занимается, ну, условно так скажем, заказом наркотиков. Он ежедневно по несколько часов проводит в интернете, на интернет-сайтах, которые распространяют наркотики, и заказывает наркотики. Ему сбрасывают номер электронного кошелька, на который нужно перевести деньги для оплаты. Он эти данные фиксирует и систематически раз в 2 месяца или раз в 3 месяца приносит наркоконтроль. Вот. Фактически я считаю, что одного этого человека можно было оставить там работать, и он бы этой работой занимался, хотя бы блокировали кошельки. А что ему отказывать? Вот я веду так само я не знаю, историю, я же не он, я не могу сказать, почему ему отказывают. Вот. Но я считаю, что нужно и изменить и банковскую работу, потому что эти электронные кошельки очень легко зарегистрировать дистанционно, когда конечное звено не устанавливается. Но законодательство необходимо менять не только по этой причине. В уголовном деле моего сына сказано, что на запросы с банка такого-то и банка такого-то получены ответы, на чье имя зарегистрированы электронные кошельки и где эти люди зарегистрированы. А вот цікаво просто, ось, а міліція так робить, коли гэта можа зрабіць один батька? Так, вось, где милиция, где, что робит сегодня милиция? Это вопрос к аналитическому отделу в МВД, либо у них же есть какая-то интернет-разведка, вопрос к ним. А вось я ведаю, что были разные сустрэчы, где, ну, вас пробовали послухаць, чыноўнікі приходили, так, я так само была на одной из сустрэч апошніх, вось, и задавали такое пытанне, например, вось, и что вам отказывали? Эти ответы мы задаем постоянно. Мы постоянно задаем всем этим министерствам, всем нашим чиновникам вопрос, почему мы это можем сделать, а вы нет. Ответ идет однозначный и у всех практически одинаковый. Мы все делаем правильно, наша структура работает, мы работаем на декрет номер 6. Это не мы, это суды неправильные. Или, например, если это МВД, это не мы, это наркоконтроль. Если это наркоконтроль, это не мы, это милиция. Они все перепихивают друг на друга, а слаженности у них никакой нет, совершенно нет. Сколько мы не пытались связываться, когда мы делали даже круглый стол, к сожалению, но к нам на круглый стол приходили только замы замов. Они даже сами никогда не удосужились к нам прийти.
Мы их не видели даже в лицо. Вот мы когда стали переписывать тех людей, которых мы хотели бы сегодня видеть, между собой переглядываясь, мы реально понимаем, что мы их даже в лицо не видели. Они никогда не идут к нам на контакт. А можете таксама хутенька перелічыць, вось каго вы сёння Леночка, да? марыце Да, мы пабачыць? пригласили, кроме Виктора Лукашенко, Шуневича, министра МВД, мы пригласили Наскевича, это Следственный комитет, пригласили главу Верхней палаты в парламенте Совета Республики, пригласили главу Нижней палаты парламента, пригласили председателя Верховного суда Сукала, пригласили генерального прокурора Конюка, потому что уже давно, уже в течение 2 лет существует разработанные нашими юристами, которые у нас в группе еще 2 года, да еще в прошлом году они были с нами, да, вот, разработаны изменения в 328 статью в Палату представителей прошлого созыва мы предоставили эти изменения. Депутаты провели огромную работу на местах, опрашивая нас о практике правоприменения. Провели мониторинг практики правоприменения и согласились с тем, что действительно существуют некие отклонения от нормы законодательной, что законодательство необходимо менять. Нам обещали, что оно будет изменено тогда-то, 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 но на данный момент законопроекта нет. Начиная с 2016 года нам обещают. А скажите, калі ласка, вось Матчын рух, так, у нас сейчас уже застаецца вельмі мало, так, Матчын рух зараз, колькі гэта чалавек? Больше тысячи. Да, больше тысячи. Чуть больше 1000. А колькі дзяцей зараз сидзіць? 16 480. Танюш, я поправлю тебя. За 5 лет, которые я лично просто вот как-то у меня интерес к цифрам, в течение 5 лет я отслеживаю на сайте Верховного суда статистику по количеству осужденных за незаконный оборот наркотиков. За 5 лет осуждено с 2013 года 16,5 тысяч человек. Вот. По сводкам МВД, из их сводок, очевидно, что 60% осуждены за сбыт. Считаем 60, получается 10 тысяч. Але ж мы яшчэ удакладнім, у нас час эфіру, на жаль, сканчаецца, так, і я ведаю, што сёння ў 16:00 будзе пройдзець сустрэча ў адміністрацыі прэзідэнта, так, але ж яшчэ раз скажыце, чаго жадаюць маці, так, матулі для сваіх дзяцей? Чаго? Чаму вы лічыце, што ваши дзеці асуджаны незаконна? Я думаю, что для начала наши матери все ждут, чтобы нас услышали. Это самое первое. Если нас услышат и будет конструктивный диалог, я думаю, что тогда будет именно то, чего мы все ожидаем, наши дети будут дома. Дзякуй вялікі, гэта з вами было Еўрарадыё, жывы эфір. Мы працягваем сачыць за гэтымі навінамі. Сёння мы будзем на сувязі, увесь час будзем на сувязі з матолямі 328 і чытайце, глядзіце нас у жывым эфіры, слухайце Еўрарадыё. Еўрарадыё. Навіны – наша справа.